Марьям, расскажите, откуда вы и как получилось, что вы пришли в религию ислам? Изначально меня звали Оксана Галькевич. Я сама с Великого Новгорода, это под Питером. Мои родители, отец работает на заводе телевизионном, мать у меня экскурсовод. О религии ислам не знала ничего до момента знакомства со своим нынешним супругом. Познакомились мы примерно полгода назад. К тому моменту я разочаровалась вообще в жизни, разочаровалась в мужчинах и не планировала ни с кем. Жила я одна, не планировала ни с кем я знакомиться. И вот так мы познакомились. Он мне показался другим, не таким, как у нас люди. То есть он стал вашим проводником в религию? Да, верно? да, он начал, то есть я знала, что он мусульманин. И мусульман мы как бы все опасаемся, потому что когда-то родители что-то говорят, где-то кто-то слышал, то есть мы опасаемся. Как ваши родители встретили новость о том, что вы начали общаться с чеченцем? У меня мать сказала, что... Это плохие люди? Нет, она не сказала, что плохие люди. Она сказала, что, что она за меня боится, что боится, что меня продадут в рабы, пустят на органы и все такое. То есть, вот такого, да, вот такого плана. такого. То есть она мне так сказала. И я поняла, что мне просто на какой-то момент не надо ей вообще ничего рассказывать. А вы испытывали сами какой-то страх Нет. по отношению Нет. к вашим отношениям? Нет. Я испытала страх, когда в начале знакомства, когда мы познакомились, что я поняла, что он мусульманин, что я тогда вспомнила, что мне родители когда-то говорили. Тогда, да, был страх, но мы стали с ним разговаривать, стали общаться, и я поняла, что он очень добрый человек. Я верно понимаю, что вы познакомились с вашим нынешним супругом в Великом Новгороде? Да, да, он там работает, дом его здесь, но он там работает. А вы помните, когда вы впервые поняли, что у вас есть тяга к мусульманской религии? Да, помню, конечно. Мы с ним стали общаться, он стал мне показывать видео разные, рассказывать про религию, рассказывать про отношения к женщине, отношения к матери. Даже вот я просто потихоньку стала понимать, что мне настолько это все близко и настолько все наоборот с тем, что я раньше думала, то есть я поняла, что наоборот мусульмане, они действительно ближе к Богу. Вы сталкивались с такими репликами и разговорами о том, что в исламе права женщины не так уж и важны? То есть якобы, что в мусульманской религии у женщин нет прав. Наоборот, здесь женщину очень уважают, здесь именно все построено на уважении. Именно вот то, что он ко мне относился с уважением, пониманием, и привело меня сюда. То есть я бы не обратила на него внимания, не обратила бы внимания на религию, если бы не было вот там вот этих важных вот моментов, как раз вот именно уважение к женщине. У нас, да, думают, что в мусульманстве женщина второй сорт, что женщина ниже мужчины. То есть у нас так все думают, поэтому мои родители меня, понятно, отговаривали, когда понимали, что у нас отношения... Ислам, верно? Нет, они об этом не знали. А вот сейчас они знают об этом? Сейчас знают. Как они приняли эту новость? Спокойно. Не Сейчас было спокойно. ссор и Нет. Отговорок? Я не говорила заранее, потому что знала, что меня будут отговаривать. Поэтому я приняла такое решение. Ваши родители верующие люди? Да. Мне никто ничего, то есть не прививал такого, то есть что-то соблюдать, там посты. То есть это что же есть в православии, какие-то определенные моменты. Но у нас это не так распространено. То есть у вас здесь действительно все соблюдают, а у нас не так. А что вы можете сказать о внешнем облике мусульманина? Вот, допустим, в том регионе, где вы сейчас проживаете, либо проживали, верно, люди все-таки, женщины в частности, все-таки образ, одежда, она другая. Да, конечно. Вас вот этот внешний облик мусульманки не смущает? Вас Нет. он устраивает? Знаете, я вам так скажу, есть важное, есть неважное. Вот важное то, что я встретила свою любовь, и я нашла себя здесь, и мы планируем закончить там дела и снова сюда вернуться и уже здесь жить. И мне, наоборот, все это близко. А внешний облик, так всегда можно подобрать подходящее по фасону тебе платье, подходящее, то есть учитывая ваши традиции, можно найти себя и здесь, то есть и в одежде тоже. Нисколько меня это не отпугивает, то есть просто у вас так, и надо уважать это.